Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 24 февраля 2024 года, 24:02:24. Сегодня у меня снова незапланированный стрим. Хочу провести небольшой эксперимент. И поэтому решил провести сегодня пораньше днем стрим. Привет из Швейцарии. Привет, Швейцария, Тирасполь. Так, почему у меня здесь не видно сообщений? Привет, Харьков. Харьков соревнуем. Привет. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Пусть больше людей узнает правду. Так, задавайте вопросы и распространяйте ссылку. Я вам расскажу, в чем эксперимент, который я провожу, пока вы тут собираетесь все. Дело в том, что, как многим из вас известно, из моих зрителей, наш канал реалити в YouTube запрещен на территории фашистской России. Меня самого несли недавно иноагенты. И дело в том, что как-то я проводил с телефона стрим, мой канал запрещен, мне всячески мешают российские там хакеры, кто у них там, программисты, которые всячески пытаются противодействовать нашей деятельности. И вот я проводил недавно, несколько дней назад, стрим через телефон. Вот как сейчас я провожу в YouTube стрим через телефон. И дело в том, что буквально за несколько часов набралось там 44-43 тысячи просмотров. И все, на этом как бы цифра остановилась, но сам факт сразу 44 тысячи. Хотя обычно у нас бывает там 5, 6, 10 тысяч просмотров. И тут, как только я с телефона зашел, сразу такой всплеск зрителей во время стрима было более 800 человек. Ну и такое большое сразу же количество просмотров. Поэтому я решил снова сделать эксперимент. Майкл, спасибо за подарок. Снова сделать эксперимент и хочу посмотреть, получится, что вот снова так большое количество. Может, дело в том, что вирусом заражен мой компьютер. И поэтому как-то они там делают. Потому что я в YouTube пишу, они говорят, все нормально, мы контролируем, мы смотрим, будут какие-то там замечания или какие-то подозрительные вещи, мы вас уведомим. Ну и все, как бы на этом все. Как-то так, Дим. Так, к сожалению, мой русский не хватит, я только мало понимаю. Жаль, жаль. Так, пользователь Майкл, спасибо. Ты бы флаг погладил. Да, Берс, абсолютно с тобой согласен. Флаг нужно было погладить, но у меня пока нет таких возможностей его сейчас погладить. Поэтому я тебя попрошу, приди и погладь мне флаг, Берс. Не хватает мне вот того, кто умеет это делать и сделает это. Мы делаем одно важное дело, я занимаюсь там, правозащитой, аналитикой, а ты бы занимался глажением флагов, понимаешь? Раз тебе это больше привлекает внимание, чем то, что я говорю, делаю, то нужна твоя помощь, Берс. Так, давайте дальше. Как думаете, Америка может провести операцию, чтобы ликвидировать Тупина? Я думаю, конечно же, может. Америка очень много что может. Америка ограничивается только внутренним законодательством и международным правом, общечеловеческими принципами. А так, конечно, может. Америка может за один день, ну, давайте 3 дня возьмем, как они Киев брали. Америка может за эти 3 дня вогнать Россию в каменный век. Она может уничтожить ее просто всю ее промышленность, всю электро, газа, нефти, перерабатывающие, добывающие вот эти все
заводы, фабрики она может просто уничтожить за 3 дня. И останется Шойгу с Путиным бегать по тайге. Больше им ничего не останется делать. Как-то так. Как-то так. Ну вот я вот исхожу из того, что, смотрите, в YouTube, например, ну, обычно 200-300 человек, иногда 400 человек бывает. Сейчас пока 219 только у нас в YouTube смотрят. Поэтому пока эксперимент не подтверждается, но мы только 5 минут в эфире, поэтому посмотрим. Так, Ахмад Силас к нам зашел. Давайте дальше. Маш Воль, Аслан Арцуэдели, Саламаш Воль, демократ. Ой, Маш. Что вы предлагаете? Что вы предлагаете? В смысле, что я предлагаю? Что вы имеете в виду? Ты где? Я дома. Момент. А ты где? Вы из Чечни? Да, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Проживаю в Германии. Так, Маш, ой, Ичкерия, Маш, ой. Большие флаги больших стран. Да, демократ. Добрый вечер, уважаемый. Георгий, витаю вас. Ночи улица. Так, дал маршал Дуэльхон, был дикий Шишан. Прикиньте, мне человек дикий Шишан, дикий человек, и у него еще ник Шишан, то есть на арабский лад он себя именует. Нохчи, как чеченец себя называет, он себя как-то не додумался назвать. И он мне говорит, дай Бог тебе здоровья. Человек, который дикий и который находится в арабском просто, под арабской пропагандой, русско-арабской пропагандой, Шишан пишет себя. Этот человек называет меня Дал Маршал. Да. По-моему, надо, Дал Маршал, как раз тебе надо делать. Так, Армилуань Чубош. Добрый, Леонид, добрый вечер. Добрый. Так, Арбич, моя, хочу. Улилда. Бич, там моя Нира. Ай, сколько вас, да? Дал Маршал, да. Так, Хэнгбоа, так. Смешно вы за Америку топите. Почему, ветеран, смешно? А за кого мне топить? За Россию, что ли? Я за Ичкерию топлю, я за Америку топлю, я за Германию топлю. Я топлю за нормальных цивилизованных людей. А за кого? За Россию, за фашистскую мне надо топить. Чтобы вы убили тех, кого еще не смогли убить, что ли? А? Ну, алейк салам, Джинон. Дик дудал бухастам. Тигауду шумуну. Алейк салам, Хамза. Маша, ой. Алейк салам. Так. Ас верх. Вохо ас. Ас верж во. Ас верж вохо. Ну, да я что, момент. Амил варжу я что. Маршал Дойршон. Шума бия надо, да? То есть убийца, душу дуй, да? Что любой умдешь. А? Дуй, кобай эзершей, нохчи винчуна, худо догадушу. Из замечается доста, да? Вот, да, это. Изам, сосанол, ботаник шдица, дар шушан бол, онош шдица уктолшум, да? Шудах клюмшма, дуй ли илудиштеш. Там Алтури, Отти, там комментарий, мощный комментарий я сделал. Супер Никин, да? Асадалла Шишани, там Ибн Хаттаб Аль-Барабу, что отверстие, да? Это другой разговор, а не то, что там какой-то реалити, там туда-сюда. Нормально. Масу уэль хамзат, ал шу дуэль дал ал. Bisschen Kurdisch, bisschen Deutsch, wa alaikum salam. Bisschen Deutsch. Так, wa alaik, хикба, чего только сам. Wa алейк салам, Усман. Ну, что-то не работает, вот эта теория про то, что с телефона, если зайти. Что-то там тогда другое произошло. Только... Так,
почему у тебя на кепке флаг другой страны, а не Ичкерии, говорит Султан. Султан, я жду, пока ты поднимешь флаг Ичкерии, понимаешь? Чтобы достойные люди поднимали. А я обычный правозащитник, поэтому я не буду такой достойный флаг. Я вот жду, пока вот такой достойный мужчина, который делает замечания другим, поднимет Ичкерии флаг и понесет его. Но пока султан ты анонимный он. Ахмад Слива, предатели своего народа, забыли, как узкие свиньи делали с вашими сестрами, говорит разоблачитель. Трамп станет президентом США? Мне кажется, станет, Вася Филиппов. Мне кажется, все к этому идет. Так, ваша боль не дает правильно мыслить. Ваша боль не дает правильно мыслить. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите сказать, что если у вас убили 300 тысяч ваших граждан, то по этому поводу не надо. Так, смотрите, его зовут Ариф Мустафаев. Это, видимо, татарин, башкир, кто-нибудь такой, да, из фашистской России. И он мне объясняет, что моя боль не дает мне правильно мыслить. Значит, убито 300 тысяч человек, нам нужно забыть, потому что Ариф так считает, и сказать, что Путин наш там, самый главный, да, так получается. Угу. Ну, чисто как раб ты размышляешь, Ариф. Самый настоящий холоп. Вот так ты размышляешь. Люблю чеченцев, они мои братья. Вы знаете, топите за Америку, ведь они убивают наших братьев в Газе, говорит ветеран. Ветеран, как ты относишься, если ты любишь чеченцев, к тому, что русские террористы, русские фашисты, империалисты совершают геноцид, тот самый геноцид, который совершила Хамас по отношению к евреям, убивая женщин, детей и стариков. Вот русские террористы, русские фашисты, империалисты убили 30% нашего народа. За всю историю убили миллионы чеченцев, миллионы кавказцев. Вот давай поговорим об этом. Давай оставим Палестину. Там. Это внутреннее дело Израиля. Израиль сам решит, что делать на своей территории. Да, не будем так далеко ходить. Мы не знаем их язык. Евреи, арабы — это двоюродные братья. Их разделяет только религия. Они 1000 лет жили на своей земле. И те, и эти там, ну, сами разберутся. Мы с тобой оказались, я так понимаю, ты какой-то там россиянин, наверное, дагестанец или еще кто-то, мы с тобой оказались под оккупацией, допустим. Давай поговорим о 300 тысячах убитых, о 42 тысячи детях, убитых твоей Россией поговорим. Ты же любишь чеченцев. Ну давай ты говорить на самом деле честно, а не так, как в том анекдоте. Нигде потерял ищите, а где светло. А в вашем случае, где безопасно, вы ищете, Палестину можно поддерживать, потому что это сказал Путин и Кадыров. А вот Ичкерию нельзя поддерживать, и уйгуров в Китае нельзя поддерживать. Понимаете, там на самом деле геноцид. Хамас сделал геноцид 7 на день рождения Путина, а евреям акт геноцида совершил. Просто заскочил за то, что люди евреи, их начали убивать. Это называется геноцид. Убийство по этническому принципу. Уйгуров, например, уничтожают за то, что они мусульмане. Это тоже геноцид. Но это ваши друзья китайцы. И вы за уйгуров что-то я вас особо не слышу. Чеченцев уничтожили, так как ни уйгуров, никого на этой земле не уничтожали. Русские террористы это делали. Почему-то вы об этом тоже молчите. Вы вспоминаете только про Палестину, каких-то братьев там. Почему-то эти братья, когда уничтожали нас, законно, демократически избранный их лидер Халид Машаль приехал в 2006 году в Москву сразу после избрания, обратите внимание. Только хозяевам едут после того, как вас там избирают, получать инструкции и деньги. Ездят сразу же на второй же день после избрания. Объясните мне, как так получается, что он приезжает и говорит во время геноцида
чеченского народа, брат-мусульманин с громким названием братья-мусульмане, потом у них есть еще исламский джихад, потом еще какой-то джихад. Ну, короче, самые мусульманистые мусульмане, самые, самые большие мусульмане, муджахиды. Причем я не говорю про рядовых, которых они оболванивают и реально посылают на смерть. Я про лидеров говорю. И про палестинский народ говорю, который промолчал, когда этот Халид Машаль сказал, что вот, что вы скажете по поводу войны в Чечне? Он сказал, это внутреннее дело России. Понимаете? О каких вы братьях говорите? Мы, значит, не мусульмане, значит, были. Извините, я считаю, что я мусульманин. А если я мусульманин, то эти люди тогда не мусульмане, потому что зачем они называются себя братьями-мусульманами, исламскими джихадами какими-то. Это все туфта. Так же туфта, как то, что они обозвали 7 октября акт геноцида, который они совершили по отношению к женщинам и детям. Заметьте, никакой войны между ними не было. Израиль им деньги посылал и пытался их как-то успокоить, подкармливал их. Хотя Израиль и Путина подкармливал, и Кадырову мечеть разрешал строить. Но заметьте, Израиль военных агрессивных действий не предпринимал. Наоборот, Израиль всячески ублажал, пытался как-то их успокоить. И вот они заскочили и совершили вот этот ужасный террористический акт. Вот объясните, как так получается? Они, евреи, убивали их детей, как русские убивали чеченских детей. Евреи 42 тысячи детей убили у них. И они решили отомстить, напали. Нет, не убили. Они сделали так, Хамас сделал так, что евреи, Израиль, Цахал, имел право уничтожить угрозу. Вот что сделал Хамас. Хамас в угоду. Все это пропаганда, религии, что вы нам рассказываете. Все это туфта полная. В Украине путинский террорист не мог победить. Фашистская ФСБ, фашистская имперская Россия не могла справиться. И договорившийся с миньонами российско-иранской ЧВК Хамас, дав им ракеты, оружие, деньги, долгие годы их снабжая, еще давным-давно, когда они приезжали в Москву и договаривались с Лавровым и так далее. И назвали они эту операцию Аль-Акса, освобождение Аль-Аксы. Дело в том, что уничтожение евреев в одной части Израиля очень далеко находится от того места, которое называется Аль-Акса, за которую якобы эти хамасовцы, защитники Аль-Акса и так далее. А для чего это делается? Для того, чтобы делается мусульман поднять. Это обман против мусульман. Это враги мусульман, кто так делает, понимаете? Если они реально какие-то, обманом, если они занимаются, это же фейк, это же обман. В исламе мусульман запрещает, мусульманам категорически запрещается лгать. Во время войны можно своему врагу соврать, но своим мусульманам врать, когда вы на 7 октября, на день рождения Путина, чтобы отвлечь внимание от той войны, с которой вы за 3 дня не справляетесь в России против Украины, отвлечь внимание, иранско-российская ЧВК Хамас совершила акт геноцида против евреев. Вот и все. Вот вся подноготная этой истории. Никакой Аль-Аксы, никакого ислама, никаких мусульман. Да, вот под этим видом мусульман, конечно, поднимают волну, но, слава богу, из этого ничего не получилось. Поэтому вновь и вновь я это объясняю, рассказываю людям. Многие чеченцы это поняли, многие чеченцы этого не поддержали. И те тролли, которые здесь пишут, заступники Палестины, заступники России, Хамаса, 3-10, но вы, люди, сами себя просто дискредитируете. Вы являетесь троллями.
у Кадырова есть, у Пригожинских вот эти фабрики троллей, у Путина есть, у всех губернаторов в России есть эти тролли. И все эти одновременно, даже по написанию видно, как братья-мусульмане, защитники мусульман заходят и пишут как матом здесь. Это о многом говорит, друзья. Анонимно пишут. Я лично открыто выступаю. Я ничего не скрываю. Моя сила в правде, в прозрачности, в открытости. А что вам скрывать? Вы анонимно пишете ники, и вы работаете на Россию. Почему-то вы про уйгуров не говорите, про геноцид чеченцев не говорите. Очень странно это все. Вам не кажется? Мне кажется, спекулировать исламскими ценностями, обманывать мусульман этим. Ну, мне кажется, это лицемерие, это подлость по отношению к мусульманам. А я мусульманин, да, и я этим горжусь. И я за Америку, и я поддерживаю Америку, я поддерживаю Германию, я поддерживаю всех, кто прав. А прав в этом случае не Хамас, а Израиль. Да, Израиль наносит удары по гражданским объектам. Цахал наносит. Ну, давайте критиковать Цахал. Но не сам факт начала этой войны. Если наносят, критикуйте, пожалуйста. Мы живем в свободных странах, мы живем в демократических странах, у нас есть право. И я, даже если я не согласен с вашим мнением, я буду отстаивать ваше право говорить это мнение. Но давайте быть справедливыми, а не то, что там Путин дал указку, и все начали поддерживать Хамас там и так далее. Русские, которые боялись, когда с Ирана им поступали шахеды, вот эти дроны, переименовывали их, чтобы не называть словом шахед, потому что русские так сильно увлеклись убийством мусульман на Кавказе, что все, что связано с мусульманами, у них вызывает, я не знаю, чуть ли не измену, предательство это у них, если хоть ты хорошее что-то скажешь. И они начали переименовывать свои вот эти шахеды, которые им дает Иран, в другое название. Видите ли, слово шахед им как бы погибший мученик, шахед значит. Как-то так, друзья, я буквально сейчас отлучусь, отключу, у нас 746 человек сейчас смотрит, я через 10 минут снова подключусь в эфир. Никуда не уходите, через 10 минут я возвращаюсь. Мне просто нужно отлучиться. Я сейчас отключаюсь и снова возвращаюсь. Всего хорошего.